Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». Меня зовут Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях ученики 14-й Грозненской гимназии Яхья Зубайраев и Микаил Исаев. Маш Уэлши. На начале нашей программы я, наверное, хотел бы узнать, какие предметы вообще вам нравятся в школе. Мне нравится биология, химия, так как я хочу поступить на медицинский, хочу стать хирургом. Биология нравится тем, что мне интересно изучать тело человека, анатомию. Меня также интересует биология и химия. Я хочу приносить пользу для людей, поэтому еще с раннего возраста решил пойти по этому направлению и стать стоматологом-ортодонтом. Ты даже не только просто стоматологом, ты даже еще более узкую специальность уже выбрал себе, ортодонт. Да. Отлично, кстати. Чем вы еще интересуетесь, занимаетесь? Спортом. Каким? Бокс. Бокс. Это круто. Какие-то есть успехи? Ну, я с боксом начал заниматься только 3 месяца. Ранее ходил на ММА. Там есть Висентуки, чемпионат Евразии, 1 место. Также хожу на бокс тоже 2-3 месяца. На бокс хожу чисто для себя, для поддержания тела и так далее. Ранее ходил на дзюдо, тоже для себя, на соревнованиях особо не участвовал. Угу. Кстати, мне немножко близка вот эта философия, просто для себя заниматься. Да, это круто, конечно. Давайте мы перейдем к игре, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо сейчас выбрать 2 оптимальные для вас. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50 и право на ошибку. Согласен с этим? Согласен. И первый наш вопрос звучит так. Как зовут главных героев поэмы Арби Мамакаева «В горах Чечни»? Лорс и Байсари, Аслаха и Селихат, Мовла и Курбика, Бетрасолт и Мадина. Так. В каком году была написана поэма «В горах Чечни», помнишь? Первые произведения Арби Мамакаева, я помню, были, когда ему было 16 лет, в 1934 году. Также в Союз писателей он вошел в Союз писателей в возрасте 15-16 лет в 1934 году. Так, гора Чечни. Я, честно, не читал эту поэму, но что-то подсказывает, что вариант Б. Я читал эту поэму, но это точно не вариант А и не вариант С. Согласен, что это вариант Б. Так, Аслаха и Селихат. Да. «В горах Чечни» — это фундаментальное произведение Арби Мамакаева, вершина творчества поэта. В нем автор показывает историю взаимоотношения Аслаха и Селихат. Это абсолютно верный ответ. И описывая конкретные исторические события жизни чеченского общества начала 20 века, молодой поэт очень по-взрослому корректно делает художественное осмысление некоторых национальных традиций, в силу которых Аслаха и его товарищи вынуждены стать обреками. И эти люди, стремящиеся к высоким целям в условиях трудностей, встающие на их пути, не теряют человечность, благородство, проявляют взаимопонимание и взаимоподдержку. Они понимают свою обреченность, но не могут изменить жизнь. И чеченскому автору поэмы был всего 21 год, когда он писал свой роман. Второй вопрос. Перу какого писателя принадлежит произведение «Сабля Тимура»? Халида Ашаева, Абузара Айдамирова, Абдулхамида Хамидова, Шейхи Арсанукаева. Вариант Д. Я читал это произведение, оно одно из моих любимых. И его написал Шейхи Арсанукаев.
Там описывается война монголов с кавказцами в 13-14 веке, по-моему. Ответ Д. Да. Да. Историческому прошлому нашего народа посвящена поэма Шейха Смукаева «Сабля Тимура». И Шейх Смукаев – это чеченский поэт, представитель поколений так называемых шестидесятников в чеченской литературе. Все, что в целом характерно для литературы этого периода, в полной мере можно отнести и к творчеству шейхи. И в первую очередь это желание запечатлеть и отразить в художественном слове процесс переоценки ценностей, которые переживал наш народ. И он ощущает себя частицей трагической и полной героизма истории Чечни. Стойкость и мужество, перенесенные через века, честь и достоинство, верность дружбе, возведенные предками в культ, унаследовали герои его поэзии. Третий вопрос. В каком году любители поэзии узнали о творчестве Арби Мамакаева? В 1929 году, 1934, 1939, 1941 году. Арби Мамакаев родился в 1918 году, как я и ранее говорил. Ему было 16 лет, когда любители поэзии узнали о творчестве. Получается, в 1934 году. Б. Ответ Б. Знаете, какое было первое стихотворение его? Рабфак. Первые стихи Арби Мамакаева были опубликованы в 1934 году. Это верный ответ. С этого периода начинается большой творческий путь титана чеченской литературы. Следующий вопрос. Сколько лет Абузар Айдамиров работал над романом «Долгие ночи»? 10 лет, 15, 20, 25 лет. Как ты считаешь? Так, долгие ночи. Я не думаю, что 25 лет он работал над этим романом. И не вариант, скорее всего. Само название даже «Долгие ночи» говорит, что... Писалось долго. Да. Может, подсказку 50 на 50? Давайте подсказку 50 на 50. И уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается 10 или 20 лет. А или С? Вариант С. Вариант С. Микаэл, ты согласен? Доверюсь. Доверишься другу, да? В 1972 году книга, на которую автор потратил 20 лет жизни и массу усилий, была издана на чеченском языке. Это абсолютно верный ответ. После долгих дискуссий роман получил название «Долгие ночи». И за 2 месяца весь тираж 5000 экземпляров разошелся без остатка. Книгу нельзя было найти даже в библиотеках, читатели не возвращали ее. Пятый вопрос. Когда была написана повесть «Один день судьбы» Абузара Айдамирова, которую опубликовали в 1993 году? В середине 50-х годов, в начале 60-х годов, в конце 60-х годов, в середине 70-х годов? В основном произведения Абузара Айдамирова опубликовались. Так как его произведения соответствовали политическим идеям того времени. И, скорее всего, ответ какой? Б. Б, скорее всего. Ответ Б. В повести Абузара Айдамирова «Один день судьбы» показаны трагические события первых лет жизни чеченцев в Средней Азии и Казахстане после выселения. И на примере нескольких людей автор сумел показать весь трагизм этих страшных лет, когда лишенные родины, разлученные с родными, близкими людьми были поставлены в нечеловеческие условия. И, безусловно, это произведение было написано в начале 60-х годов. Следующий вопрос. Каким талантом, помимо поэзии и литературы, отличался Магомед Сулаев? Рисованием, гончарным искусством, врачеванием, игрой на скрипке? Я читал его биографию, и я помню, что и знаю, что это точно не вариант А и Д. Он занимался врачеванием. Врачеванием. Да. Согласен. И начало литературных опытов Магомеда Сулаева относится к периоду юношества. Первое стихотворение «Чеченская песня» он написал в 15 лет.
Окончил бакинский рабфак и в 1941 году окончил Азербайджанский медицинский институт в Баку. И в 1943 году создал первое крупное произведение – поэму «Солнце победит», посвященную герою СССР Ханбаше Нуродилову. Был хирургом в республиканской больнице и главным врачом республиканского дома санитарного просвещения, сочетая врачебную практику с литературной деятельностью. Это верный ответ. 7-й вопрос. Какая поэтесса, представляющая чеченскую поэзию, вошла в антологию всемирной женской поэзии? Раиса Ахматова, Селима Курумова, Марьям Исаева, Марьям Айдамирова. Так, кого-нибудь знаете из этих Мне перечисленных? кажется, что это вариант А, но я не уверен. Давайте право на ошибку. Право на ошибку и ответ. А. А. В 2012 году Раиса Ахматова наряду с Лулой Жумалаевой была включена в антологию всемирной женской поэзии как представительница чеченской поэзии. Это верный ответ, но ваша подсказка, конечно, сгорает. Проект был заявлен и начал активно реализовываться еще в 2008 году. В сборник вошло 477 произведений 343 поэтесс, представляющих 162 нации и народности мира. Переводы велись с 84 языков. 8-й вопрос. Кто был первым председателем секции чеченских писателей при Грозненской ассоциации пролетарских писателей? Шамсудин Айсханов, Нурдин Музаев, Саидбей Арсанов, Абдулхамид Хамидов. Я думаю, что это вариант Д, но с одной стороны кажется, что вариант А тоже может быть. И какой у вас ответ? У меня других предположений нет, то доверюсь Яхье, скажу вариант Д. Ответ Д. Соглашусь с ним. Так, сейчас. Тебе что-нибудь еще известно про Шамсудина Айсханова? Кроме того, как он был одним из первых писателей. Может, какие-то факты про него? Так, варианты. Вариант Д. Вариант Д. Это окончательный ответ? Да. Секция чеченских писателей была создана при Грозненской ассоциации пролетарских писателей в 1929 году. Председателем был Саидбей Арсанов. Входили в секцию 6 человек. Первые чеченские писатели, зачинатели чеченской литературы среди них. Ахмад Нажаев, Авди Дудаев, как это сказал Микаил, Шамсудин Айсханов, Саид Бадуев. Это неверный ответ. И я не хочу говорить, что вы проиграли, да, потому что вы дошли до 8-го вопроса. Это хороший результат. Я вас поздравляю с этим результатом. В какой-то степени вы были даже близки к верному ответу. Мне понравилась эта игра, так как я узнал для себя много нового, закрепил изученное, вопросы довольно-таки интересные. Освежающая память. Я был рад, что тематика этой игры именно чеченская литература, так как популяризация писателей чеченского народа и самой чеченской литературы является очень важным делом для сохранения исторического прошлого нашего народа. Я Микаэл, я рад, что вы приняли приглашение, пришли, год, что вы дошли до 8-го вопроса. Это на самом деле прекрасный результат. Надеюсь, вы успешно сдадите экзамены и все ваши цели в жизни будут достигнуты. Уважаемые телезрители, это была интеллектуально-опознавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикёйл Машойл.